Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые братья и сестры, среди людей существует грех, который ненавистен Аллаху. В Коране есть аяты, указывающие на недовольство Аллаха этим грехом. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах неоднократно предупреждал о нем. Этот грех определяется арабским словом «высокомерие» и всем, что связано с этим понятием. Это самое отвратительное качество в человеке, которое отталкивает от него окружающих. Это тот грех, который отдаляет человека от Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Высокомерие — это великий грех, ведь Аллах желает, чтобы его рабы относились друг к другу с добротой, любили, уважали, ценили, были равными, помогали нуждающимся и не отталкивали друг друга. Но если ты высокомерен и глуп, то Аллах не смотрит на тебя, потому что ты не следуешь сунне посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине, высокомерие — это настоящее неприятие Аллаха и неповинование Ему. В Коране Аллах говорит: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Не отворачивай своего лица от людей с презрением, не ходи по земле высокомерно. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов. Сура Лукман, аят 18. Есть люди, которые считают себя выше других из-за своего происхождения, богатства или положения. Аллах не любит таких людей, их высокомерие и их поклонение, совершаемое с гордыней. Уважаемые братья и сестры, как же нам следует остерегаться этого греха? Иблис, да будет он проклят Аллахом, был отдален от милости Аллаха из-за своего высокомерия и гордости. Он возгордился и отказался поклониться Адаму. Этот несчастный, отдаленный от Аллаха, желает ввести и нас в заблуждение, чтобы мы тоже стали высокомерными и проявляли гордыню друг другу. Он хочет, чтобы мы возгордились даже своими молитвами и поклонением. Иблис стремится к тому, чтобы мы стали несчастными, отдалившись от Аллаха. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Рай и ад поспорили друг с другом. Рай сказал: войдут в меня лишь бедные и смиренные. Ад ответил: мне достанутся гордецы и тираны. Тогда Аллах сказал: я наполню и рай, и ад теми, кто заслуживает этого». Таким образом, уважаемые братья и сестры, и рай, и ад будут заполнены полностью. А куда попадем мы? Конечно, мы стремимся в рай, но кто войдет в рай? Только те, кто не был гордым. В хадисе посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказано: «Не войдет в рай тот, в чем сердце есть высокомерие весом с пылинку». Если мы обратимся к Корану и Сунне, то поймем, что Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, не любит высокомерие, поэтому нам следует избавиться от этого греха. Задумайтесь, что будет, если мы умрем, не избавившись от высокомерия? Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Человек будет воскрешен в том состоянии, в котором он умер. Если он умер с высокомерием в сердце, то будет воскрешен с ним. Если он был неверующим, то будет воскрешен неверующим». Мы не знаем, когда наступит наш час. Мы можем умереть сегодня или завтра. Поэтому мы должны задуматься, готовы ли мы к судному дню. Высокомерие — это уверенность в своем превосходстве и непренебрежительное отношение к другим. Поэтому высокомерный человек не станет праведником, пока у него в сердце останется хотя бы немного высокомерия. Мы должны предстать перед Аллахом достойно. А что же ненавистно Аллаху? Аллах не любит гордыню, высокомерие и лицемерие. Аллах всемогущий, вездесущий, владыка всего. Гордыня присуща Ему, но Он не позволяет ее своим рабам. За это Он накажет их. В Коране сказано: «Аллах не любит гордецов и хвастунов, которые кичатся своим богатством, положением и унижают других».
Можно ли проявлять гордость? Один из подвижников посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, во время битвы красиво управлял конем, демонстрируя свое мастерство. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы он сделал это не на поле боя, а в другом месте, то вызвал бы гнев Аллаха. Но здесь это дозволено, ведь мы на священной войне. Это пример того, как важно избегать гордыни в повседневной жизни. Например, водитель, который лихачит на дороге, пренебрегая другими, попадает под этот запрет. Не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку. Услышав это, один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми». На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Поистине Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное. Что же касается высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям». Самое страшное высокомерие – это высокомерие в поклонении. Пусть Аллах защитит нас от этого. Если человеку советуют молиться, поститься или совершать добрые дела, а он отказывается, проявляя высокомерие, то это вызывает гнев Аллаха. Аллах говорит в Коране: «Те, кто возгордились, отказываясь поклоняться мне, войдут в ад униженными». Аллах говорит в Коране: «О те, кто возгордились поклонением мне, не поклоняясь мне, но этим гордые, не желая поклониться передо мной, попросить меня, глупые люди, и этим гордые, они отправятся в ад. В то время, когда поклоняешься в суджуде: о Аллах, в моих руках ничего нет, все в твоих руках, ты Господин». Вот так ты поклоняешься, но если ты отказываешься от этого, то нет ли в тебе высокомерия по отношению к молитве? Если ты не молишься, не просишь прощения Аллаха, унижая себя перед Аллахом, признавая всемогущество Всевышнего, осознавая то, что все в этом и в том мире только от Аллаха, то здесь кроется сомнение. Неужели тебе не кажется, что все это от тебя, уважаемый брат, сестра, раб Аллаха? Не обманывает ли тебя время или Иблис? Не переживай, тебе не надо молиться, упоминать Аллаха, ты не обязан слушать советы людей. Это ты всесильный, ты все это можешь сам. Так внушает тебе Иблис. Таким образом, Иблис сворачивает тебя с верного пути. Но таких людей Аллах отправит в ад. А почему Аллах отдалил от себя, от своей милости Иблиса? Потому что тот не захотел перед Аллахом преклониться. Поэтому Аллах наказал его в этом и ином мире. Те, кто гонится за гордыней, самодовольством, зазнайством, они на пути Иблиса. Если они не отвернутся от него, то они не в состоянии будут за это отвечать. Наказание будет суровым. Можно было бы позволить себе что угодно, лишь бы выйти из высокомерия, потому что за это будет страшное наказание. Ведь мы можем быть горды тем, что поклоняемся Аллаху, являемся мусульманами и рабами Аллаха. А мы из тех, кого благословил Аллах своей милостью, как мы богаты, как мы достойны тем, что являемся рабами Аллаха. Гордись этим, а не тем, что ты выше других людей, что ты не поклоняешься Аллаху, что ты богат, силен, что у тебя много жен, детей. В судный день вас спасут не ваше богатство, не ваши дети, кроме как пришедшие с чистой душой, с чистым сердцем. Если твое сердце наполнено гордыней, то тебя это не спасет в судный день. Мы должны горевать о том, есть ли в нашем сердце гордости в пылинку. Если есть, то мы не можем попасть в рай. Ученые говорят, что тот, кто отрицает в себе гордыню, тот тоже проявляет высокомерие.
Оно проявляется и исчезает непонятно как, ведь мы же люди, поэтому люди должны над этим все время трудиться, не успокаиваясь тем, что его нет. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал на ухо Хузайфе ибн аль-Яману, радийаллаху анху, про лицемеров. Асхабы подходили и спрашивали его про то, не про них ли ему говорил посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Они беспокоились о себе, они не утверждали того, что среди гордых их не будет. Поэтому человек, живущий в наше время, будь он на работе, состоятельный, богатый, ученый или имам, без разницы, как бы его ни хвалили, он сам должен оценивать себя. Достоин ли ты такого внимания к себе? Неужели не возгордилось ты, мое тело? В Коране Аллах говорит: «Я клянусь тем телом человека, который сам себя укоряет, не обвиняя других, считая себя лучшим, а других плохими». Аллах полюбил не только того, кто унижал и укорял себя, но и поклялся его именем. Все авлия старались очистить от этого своих мюридов. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, старался очистить своих сподвижников от этого. Мы тоже должны очиститься от этого, потому что рядом с нами, как тень, ходит Иблис, внушая нам гордыню. Он знает, что таким образом ты станешь после смерти несчастным. Да убережет нас Аллах от высокомерия. Пусть Аллах убережет нас на пути посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Да убережет нас Аллах от Иблиса. Пусть Аллах убережет нас в любом состоянии от зазнайства. أستغفر لي ولكم والحمد لله رب العالمين